Безопасность жителей и гостей столицы Чувашии всегда стоит на первом месте. Особое внимание в этом вопросе приковывается к объектам, где проводятся мероприятия с массовым скоплением людей. Так, территорию Чувашского государственного театра оперы и балета в целях антитеррористической защищенности начали ограждать железным забором. Как сообщает директор театра Валерий Клементьев, забор устанавливается в рамках требований контролирующих органов. Мы понимаем, что в театре проводятся большие мероприятия с участием детей, пожилых людей. Театр у нас 880 мест. Учитывая того, что коллектив большой, 300 человек, вы представляете, это очень большой коллектив, накапливается очень много народа. И контролирующими органами было предписание, в соответствии с предписанием, мы этот забор устанавливаем для защиты наших зрителей, для наших гостей. Для граждан будет вход всегда открыт. Те же калитки, которые здесь устанавливаются, они никогда закрываться не будут. Во время мероприятий все шлагбаумы, они всегда будут открыты, заранее будут открыты. В целях пожарной безопасности при тревоге они автоматом, все шлагбаумы, которые есть у нас вокруг здания, они будут открываться. Однако не все горожане хотят соглашаться с новшеством. Многие считают, что забор не эстетичен и портит вид. Хотим мы этого или не хотим, нравится нам это или не нравится, мы обязаны соблюсти все правила безопасности и обеспечить зрителям, которые приходят в наш театр, сотрудникам театра эти условия. В прошлом году здесь работала антитеррористическая комиссия. И действительно были предписания, что необходимо установить ограждение для того, чтобы воспрепятствовать установке большегрузных каких-то автомобилей. И в этом году театр выполняет эти требования. Руководство театра должны были, конечно же, отработать совместно с администрацией города Чебоксар. Они должны были направить внешний вид вот этих оградительных сооружений в управление архитектуры, согласовать для того, чтобы и у жителей города не возникали вопросы к эстетической стороне вопроса. И, конечно же, нужно было руководству театра отработать с жителями, которые непосредственно здесь, вблизи театра проживают и, возможно, привыкли оставлять машины здесь. С ними надо разговаривать. На возмущение чебоксарцев дал ответ и Юрий Васильев, председатель Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом. В настоящее время мы находимся на земельном участке, который является собственностью Чувашской республики и предоставлен республиканскому учреждению театр оперы и балета. Земельный участок предоставлен для выполнения уставных задач учреждения. В целом, организация вправе устанавливать ограждения на своей территории при соблюдении условия о согласовании вида и типа ограждения в управлении архитектурой и градостроительства города Чебоксар. К вопросам об установке ограждения, который быстро обрел популярность, также подключились и правоохранительные органы. Им предстоит установить законность установки ограждения. Действительно, прокуратурой города Чебоксара в настоящее время организована проверка. В рамках этой проверки будет дана оценка основаниям установления этих ограждений, соответствию их действующему законодательству. Но в случае установления фактов нарушения законодательства, разумеется, нами будут приняты меры прокурорского реагирования. Поэтому сейчас, в данное время, я не могу выводы делать именно о законности. Нам необходимо изучить все правовые основания, включая письменные документы, и о результатах будет сообщено. Заключительное слово остается за прокуратурой. Однако, исходя из слов руководства театра, забор будет установлен по всей территории, но это не помешает сохранить свободный доступ на территории театра. Татьяна Козлова, Юрий Гурьянов. Жизнь столицы.